Папа был очень добрым, очень заботливым. Он заботливый был не только по отношению к семье, по отношению к родственникам, по отношению к друзьям. Я благодарна папе. Он оставил за собой такой прекрасный архив. В истории казахской милиции было немало известных личностей. Один из них – Тумарбеков Ахмед Тумарбекович, при жизни воспитавший не одно поколение достойных офицеров. Человек чести, для которого всегда в приоритете были интересы простых сотрудников. У папы очень было много друзей. Друзья были разной национальности, разных профессий, разного возраста. И папа со всеми умел найти общий язык. Я вот где-то вычитала такую фразу, что интеллигентный человек тот, который может дружить с людьми разного возраста. Вот это было папе присуще. Ахмед Тумарбеков родился в 1923 году в Баянаульском районе Павлодарской области. Его детство прошло в городе Омске, затем в Петропавловске. Как и многие молодые люди того времени, он видел тяготы и невзгоды большой войны. Он был участником героической битвы на Курской дуге. В 1943 году Тумарбеков воевал против фашистов в их последней наступательной операции на Восточном фронте. Это было крупнейшее танковое сражение за всю историю человечества. В первые послевоенные годы на службу в органы внутренних дел пришло немало бывших фронтовиков. Люди, еще вчера глядевшие смерти в лицо, сознательно выбирали профессию милиционера. Ими руководило обостренное войной чувство справедливости, страстное желание очистить наше общество от нечисти, всплывшей в трудную годину испытаний. Когда папа вернулся с фронта, он в Караганде познакомился с мамой. Она была дежурной. Папина сестра порекомендовала маму. И вот он пошел целенаправленно познакомиться с ней. Перед моим замужеством Аташка дал мне почитать переписку с Апашкой. Там были такие трогательные моменты. И я думаю, это стоит тысячи наставлений. Не надо было ничего говорить, а вся история любви, она заключалась в этих письмах. Та чуткость, любовь, такое, знаете, нежное, тонкое отношение к женщине, от женщины к мужчине, уважение, тепло, любовь. Все это было в письмах. Ахмед Тумарбекович с супругой Нелли Жанайдаровной, которая проработала многие годы в адресном бюро органов внутренних дел Алматы, воспитал 4 детей – сына Мурата и 3 дочерей. В 1961 году Тумарбеков был назначен заместителем министра внутренних дел Казахской Советской Социалистической Республики и занимал эту должность 21 год. Он говорил, звание не дается, не присваивается, звание удостаивается за службу Отечеству. Этого надо заслужить именно перед Родиной. Поэтому эти высокие слова, они были для них нормой жизни. Я преклоняюсь перед нашим Аташком, потому что он дал всем нам свободу духа, свободу видеть мир в его большом, красивом измерении. Группа работниками во главе Ахмеда Тумарбековича ездили для оказания комплексной практической помощи в один из областей Казахстана, где занимались нераскрытых умышленное убийство и нашли подозреваемого в это убийство. Этот преступник, он долго-долго не сознавал своей вины, и у нас не было веских доказательств, чтобы его обвинить, предъявить обвинение. Истекая срок содержания его есть, мы приняли решение его освободить. Ахмед Тумарбекович принял другое решение. Он говорит, вы, пожалуйста, приведите ко мне, я побеседую. Он остался один на один с этим преступником.
через определенное время он звонит, пригласит следователя для допроса. Следователя ко мне. Следователь пришел при допросе, он рассказал все свои этому содеянию, совершенном убийстве. Мы тогда убедились в том, что Ахмед Муравьевич действительно нашел ключ, психологический подход к этому преступнику. Убедили его сознаться о совершенном преступлении. Тумарбеков отличался особой интуицией. По мнению коллег, он был профессиональным психологом. Чутье высокопоставленного милиционера в свое время удивляло молодых офицеров не раз. В 1981 году я окончил Московскую академию управления МВД СССР и был назначен первым заместителем начальника областного уголовного розыска Кокштавской области. И тогда был факт, возбудили за какое-то преступление на работника уголовного розыска городдела Кокштава. Что-то он там совершил, сейчас я не помню. Его арестовали. Через какое-то время ночью было нападение на прокуратуру, где велось следствие. Проникли в кабинет этого следователя, вскрыли сейф и сожгли все уголовные дела. В том числе было уголовное дело вот этого товарища. И тогда прилетела бригада работнику уголовного розыска МВД Казахстана, с Алматы. И вот как раз возглавил Тумарбеков, Ахмед Тумарбекович. Мы же не знаем, кто это совершил. А я, как первый зам уголовного розыска, я ему докладывал. Я тогда зашел к нему. Вечером, где-то часов 10, он собирает всех. Заслушал следствие, заслушал уголовный розыск, заслушал там криминалистов, заслушал там других оперативных службы. Потом говорит: все понятно, привезите мне с городдела. Его привезли. Заведите, говорит, ко мне его, чтобы ко мне никто не заходил. Он сидел с ним где-то 2-3 часа. Меня вызвал, пусть он, говорит, в камере посидит. Потом мне говорит: я тебе доверяю, привези мне начальника уголовного розыска города. Получается, мой подчиненный же. Того привезли. Он с ним тоже сидел где-то час-два. Он говорит: все, преступление раскрыто. Это совершили работники уголовного розыска города во главе с начальником уголовного розыска, вот которого он задержал. Вот это союзное ЧП генерал Тумарбеков раскрыл сам лично, сидя в кабинете. Ахмед Тумарбеков был не только замминистра. Он дважды в течение 10 лет состоял в составе Центрального комитета Компартии Республики и 4-жды, всего 18 лет, являлся депутатом Верховного Совета Казахской ССР 7, 8, 9 и 10 созывов. Я, допустим, работаю в Кокштавской области, знаю, что по всем годовым отчетам, выбиванием каких-то материально-технических средств, каких-то денежных средств, строительству каких-то зданий, сооружений МВД, выезжал всегда Ахмед Тумарбекович в Москву. Не зам министра по тылу, который обязан этим заниматься, а выезжал зам по милиции, то есть курировал уголовный розыск, там следствие, и решал все вопросы, которые ставились здесь. Судьба меня свела с семьей Тумарбековых очень близко. Где-то в 1977 году мой коллега, я был тогда заместителем прокурора Ленинского района Алматы, мой друг и коллега Айтмухамед Атказинович Толюханов, будущий военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции. А тогда он меня познакомил с Муратом Тумарбековым. И так вот мы с Муратом дружили несколько десятков лет до самого момента его, к сожалению, преждевременной смерти. Мурат Ахметович тоже стал генералом, возглавлял УВД Павлодарской области. Это был сын, достойный своего отца, своей семьи, своей фамилии. И вот, значит, я бывал у них часто дома. Я тогда убедился и имел возможность увидеть в Ахмеде Тумарбековиче не только виднейшего
выдающегося, даже скажу, государственного деятеля в системе МВД, но и прекрасного семьянина. Аташка очень гордился тем, что мой папа, Мурат Ахметович Тумарбеков, он пошел по его стопам и всю жизнь отдал тоже милиции, затем полиции. Мечтой Аташки было то, чтобы папа стал генералом. Единственный сын Мурат Тумарбеков, впитавший с самых ранних лет атмосферу милицейской службы, продолжил преемственность традиций в семье. В 1975 году мы с Муратом поженились. И долгое время мы жили вместе. Лет 9, наверное. Как с дочерью относился он ко мне. Кызым деп атайтын. Аким сияқты болды. И он все время говорил нам: будьте честными, ничего не берите, будьте скромными. И действительно мы были такие. Мой муж очень скромный человек. Хотя в такой семье родился, и у него не было тяги к богатству, там, еще что-то. Он тоже работал целый день. Сын генерал-майора милиции Мурат прошел путь от оперуполномоченного до начальника департамента внутренних дел. Благодаря преданности службе, как и свой отец, удостоился высшего звания. Баянаул щедр на таланты. Кроме академиков и докторов, кандидатов наук, 8 генералов подарили эти священные земли казахскому народу. Я с ним знакома с 1968 года. После высшей школы МВД СССР Московской меня направили в распоряжение МВД Карагандинской области. Назначен начальником Октябрьского района. В этом же году было запланировано провести оперативное совещание по итогам работы за прошлый год. На это совещание приехал замминистра, генерал-майор милиции Тумарбеков Ахмет Тумарбекович. Вот я впервые его, как нашего руководителя, увидел и познакомился. После совещания через минут 15 меня срочно ищет начальник УВД, генерал-майор милиции Василий Владимирович Михайлович. Ну и захожу к нему в кабинет, сидит там замминистра Тумарбеков. Василий говорит: садись, Алимжан, есть разговор. Я сел и стал слушать внимательно. И генерал Василий говорит: вот Ахмет Тумарбекович тебя выбрал, чтобы ты у него был помощником, сопровождал его на родину. Поедешь с ним в Баянаульский район, где он родился, где в то время проживали его родители. Встретили они его хорошо, собрали все соседи, родственники, настолько были рады к приезду Ахмета Тумарбековича. В родном Баянауле к людям в форме всегда было особое отношение и искреннее внимание, как со стороны взрослых, так и детей. В одной из поездок Ахмета Тумарбековича на родину, на встречу с земляками, маленький мальчик надел его головной убор и в таком виде побежал показывать себя сверстникам. Пропажа нашлась быстро, по восхищенному гвалту детворы. Герой Отечественной войны, живая легенда казахской милиции, подхватив сорванца, поднял его к небу. Ақылды бала атқа да мінер, таққа да мінер. Өркенің өссін балақай. Блестящий офицер и уважаемый командир, истинный сын своего народа, стал ярким примером для будущих защитников Родины и справедливости.